На самом деле, очень часто мы думаем, что жертва будет какой-нибудь слабой. А это не гарантия того, что ребенок не подвергнется буллингу. Иногда бывает, что буллер, наоборот, выбирает очень сильного, очень, например, успешного ребенка, да, который выделяется как-то даже, да, который там хорошо учится. Ну, вряд ли боксера. Могут выбрать и сильного даже в плане физически. Никаких гарантий. Потому что если, допустим, на стороне буллера есть там, помощники, да, у него есть поддержка какая-то, то у них может просто азарт такой появиться. Затравить человека. Сломать именно такого сильного. Поэтому вообще никаких гарантий. То есть здесь уже не сила на силу, а уже начинаются какие-то истории, связанные с бойкотом. Да, какие-то хитрости, какие-то, может быть, подставы, да, то, что мы называем там, То есть абсолютно незащищенные дети. Никаких гарантий. Даже если ходят в спортивную секцию, да, самодостаточные, да, крепкие, там, ну, если говорить о парнях, да, то есть это не защита. Абсолютно. Нисколечко. Да. Потому что я слышал советы: отдайте ребенку в спортивную секцию. Ну, особенно у нас папы так считают, да. То есть опять, видите, да, мы опять говорим о насилии.